Исян Дуслар. Хочу рассказать вам, как я познакомился с Кашаповым. Почему на нашу такую маленькую группу обрушились русские спецслужбы. Завели столько много уголовных дел, а нашу партию внесли в список террористов и экстремистов. Расскажу, как я собрал это правительство, которое до этого не работало. Ко мне очень много обращаются татары, и те, которые поддерживают меня, и те, которые равнодушны, говорят, чтобы я или согласился с тем, что говорит Кашапов, или сделал опровержение тому, какие слухи распускает Кашапов. Сначала, конечно, я не верил, но после того, как мне начали присылать десятки его месседжей и голосовых сообщений обо мне, то я сейчас вынужден делать то, чего не хочу делать. Давайте я начну с того, откуда я вообще взялся. В 2019 году я приехал в США, когда я понял, что назад мне возвращаться опасно, и что назад мне уже дороги нет. И вот это все, что во мне кипело, что со мной происходило, вот эти все издевательства со стороны не только русских фашистов на бытовом уровне, но и чиновников, я испытал все на собственной шкуре в России, а конкретно в Фейсбурге. И это только из-за моего имени. Я еще не говорю, что мне приходилось испытывать из-за своей нации и веры, когда до этого доходило. Я просто такой человек, что если я вижу какую-то несправедливость, то меня, например, бесполезно останавливать. Мимо пройдут тысячи человек, но я не смогу пройти мимо. Я расскажу лишь один случай из многих, которые время от времени повторялись в разных ситуациях. Однажды меня останавливает ДПСник и говорит: ваши документы. Я у него спрашиваю, знаком ли он с приказом номер 185, который говорит, что просто так гаишник не имеет права тебя останавливать, если ты не нарушил правила. Я знал закон и правила, и старался их не нарушать. Гаишник отвечает, что якобы его никакие указы не волнуют, и у них проверка документов. Отдаю ему права. Он берет права, читает мое имя и фамилию и говорит: ну все понятно, типа Аллах Акбар, открывай багажник. Говорит это как оскорбительно, с унижением и пренебрежением. Я ему говорю: не пачкай мою веру своим поганым грязным языком. Затем наряд, и я снова оказываюсь в русской вонючей мусарне. И это при том, что я ездил на дорогой машине, хорошо одевался, не бухал, не курил. И таких случаев, когда меня забирали вот так вот, просто так, очень много. И вот ты оказываешься в стране, где можно говорить все, что ты хочешь, делать все, что ты хочешь, если не нарушаешь законов. И за это тебе ничего не будет. И к тебе домой ночью не придут русские мусора. И просто так тебя на дороге не остановят, не будут допрашивать или проверять документы, и не заберут никуда. Когда тебе хочется что-то начать делать, ты хочешь все это донести до людей, рассказать, выговорить, потому что тебя переполняет энергия от той несправедливости, которую ты пережил. В первое время, когда я только приехал в США, когда я видел американскую полицию на дороге или просто она где-то стояла, я внутри себя как бы сжимался. И меня тянуло на подсознательном уровне, например, перейти дорогу, если они стояли или шли по одной стороне дороги, где я шел или стоял. Но потом я понял одну вещь, что бы с тобой ни случилось, нужно бежать к американским полицейским. В России же, что бы с тобой ни случилось, нужно убегать от русских полицаев. Потому что там законов не существует, особенно для нас, татар, да и для любого нерусского человека. Поэтому мне хотелось что-то начать делать, что-то организовать, какое-то татарское национальное движение за нашу независимость от этого русского полицейского государства. Я хочу сказать, что я не пришел к этому вот так раз, и как будто мне все понятно. И я такой. Нет, я шел к этому десятилетия, потихоньку узнавая, кто я, потихоньку узнавая нашу историю. И именно Питер сделал меня таким, какой я сейчас есть. Вот в этом смысле я благодарен этому самому фашистскому городу на планете. Со мной даже не разговаривали, когда я, например, звонил по телефону, и, допустим, идет такой разговор. Привет, как зовут? Вася, а меня Иршат. И пик. Люди просто бросали трубку только потому, что меня зовут Иршат. Мне для того, чтобы я мог работать и зарабатывать, всегда приходилось называть себя Алексеем. А мою компанию строительную отжал депутат Государственной Думы
где работало сотни людей. Для чего я это все говорю? Просто я хочу дать вам понять, чтобы вы поняли, в какой стране мы, татары, не живем, а существуем. С какой тварской страны я приехал и в какую страну я попал. И так я хотел начать что-то делать, оказавшись в свободной стране. И так как меня не знали, я начал искать человека из числа татар, которого более-менее знают в татарском мире. И им оказался Кашапов. И вот через переписки, через соцсети я с ним начинаю общаться. Говорю, давайте обменяемся контактами, поговорим. В итоге из-за того, что я его достал, он мне предлагает вступить в Лигу наций, куда я и вступил. Потом я оттуда ушел из Агабасова. Ну, это уже другая история. В общем, пока я был в Лиге наций, там есть такой Павло, наполовину татар, наполовину украинец. И через него я просил, чтобы он нас свел с Кашаповым. Я ему говорил, Павло, нас 10 миллионов татар, а никакого серьезного национального движения нету. Мы исчезаем. И вот после нескольких разговоров с Павло договаривается с Кашаповым о телефонном онлайн-разговоре, где я, Павло и Кашапов. Но Кашапов не приходит. И так было 2 раза. Потом после того, как Кашапова не пустили в Бельгию на встречу какую-то там, я не знаю, пост России, по-моему, вот, мы с ним созваниваемся. Или он позвонил ко мне, или я не помню. В общем, мы начали общаться. Значит, и после этого начались вот долгие переговоры с Кашаповым. Кашапов вообще не верил, что у меня что-то получится и что кто-то соберется. Потому что говорил он, что якобы уже 8 лет за границей, и так у него ничего не получается, якобы ему давно говорят, там типа, что правительство работало, но у него что-то не хватало и так далее. Я говорю Кашапову, ну давайте попробуем, может получится. Я говорил ему, Рафис Абы, у нас есть 2 пути. Первый путь, если мы попробуем, и здесь тоже 2 пути, получится или не получится. И второй путь, если мы не попробуем, ну значит не получится. Вот, значит, послушайте вот то, что мы, наши переговоры с Кашаповым. Сейчас быстренько. Смотрите, вы говорите, как политическая нация, да? Так мы не можем собраться 3-4 человека. Как мы, как вот мы будем политической нацией? Вы понимаете, вы сейчас король без, грубо, да, так скажу, без короны. Вы юридически не оформлены. Во-первых, надо это сделать юридически все документы сделать для правительства. Во-вторых, нужно из премьер-министра сделать лидера. Нам нужен лидер. Понимаете? Вот я когда приглашал всех, я это хотел. Я же не знал, что кто-то не хочет с кем-то встречаться, кто-то не хочет это обсуждать. Но это же не причина, чтобы не встретиться. Надо было встретиться, хотя бы втроем, вчетвером. Вот давайте теперь встретимся. Давайте. Вот вы просто со счетов-то не надо сбрасывать никого. Вот. Поэтому вы говорите как нация. Так надо объединиться, чтобы залы по 1000, по 2000 собирались. Давно говорят, давайте сделай так, чтобы правительство изгнания татар работало полноценно и официально. Уже несколько лет уже говорят, а у меня не было ни возможности, ни времени, ни финансов. Ну ладно, даже тут для первоначального времени даже финансы не нужны. Добропорядочных людей надо приглашать. А вот Фарид Закиев, да, вот такие, конечно. В процессе переговоров с татарами я почти от каждого слышал что-то подобное. Один не хотел, чтобы в правительстве был там кто-то другой. Второй поливал грязью другого. Третий еще одного. Мне пришлось вот за это время окунуться в такое дерьмо, которое я никак не ожидал, если честно. В общем, всем я говорил примерно так. Если вы хотите, чтобы мы чего-то добились, то вам нужно перешагнуть через свое «я». Если вы позиционируете себя как борца за нашу свободу, тогда нужно засунуть свое эго куда-нибудь, засунуть куда-нибудь и начинать работать. Тогда я на это внимание не обращал, потому что я был счастлив, и у меня была эйфория, потому что, не зная вообще абсолютно никого, у меня получилось собрать со всего мира людей и начать работу правительства. Для меня это было самым главным. Теперь давайте я расскажу, как появилась эта группа, которая русскими внесена в список террористов и экстремистов.
Когда мы с Кашаповым обсуждали состав участников правительства, то речь шла о 10-12 человек. Как на самом деле вообще это бывает. Кашапов говорил, что туда войдут известные на весь мир татары, активисты, профессора, бывшие чиновники, вот, и так далее и тому подобное, крупные бизнесмены. Я вообще даже не думал, что я тоже буду в этом правительстве. И я вообще Кашапову говорил: Рафис Абой, я готов вам служить как собака. Главное для меня, чтобы мы что-то начали делать. Потому что я знаю, с какой скотской страны я приехал, где татары унижены, оскорблены, забиты русской пропагандой, где нас не считают вообще за людей, где нас уничтожают. Затем я попросил Кашапова, чтобы он открыл группу в Телеграме. Но он сказал, чтобы это сделал я. И вот по поручению Кашапова я открыл вот эту секретную правительственную группу, и куда набралось сначала 20, потом 30, потом 40, потом 50 с лишним человек. И тогда я начал говорить Кашапову, что мы так не договаривались о таком правительстве, что мы так... Не о таком правительстве вообще шла речь, где, когда он видел в соцсетях человека, который там что-то писал против Путина или против России, и вот таких людей он приглашал в правительство. Поэтому я и предлагал с первого же заседания основать проправительственную партию, куда бы мы могли войти сотни тысяч татар при правильной политике правительства. Почему нужна была партия? Ну, потому что наша организация называлась правительство. Это мировая практика, когда любое правительство или правящая элита или президент опирается на поддержку той или другой партии. Но Кашапов почему-то от этого отказался. Тогда это было первое наше с ним как бы разногласие. Да? Мы всегда вообще с ним общались только уважительно друг к другу. В итоге никаких там ученых или политических деятелей в этой группе не оказалось. И тогда, чтобы он больше не приглашал в эту группу людей, то я открыл такую же, только открытую, с таким же названием, только открытую, чтобы туда могли войти, кто хотел. Вот так появилась эта группа с разрешения и согласования с Кашаповым, который я в будущем переименовал в Янарыш Татар Халык Партиясы. По прошествию времени я, конечно, понял, почему Кашапов туда насувал несколько десятков человек. Потому что если бы было 10-12 человек, то ты бы нес персональную ответственность какую-то перед этими людьми за свои решения и действия. А когда ты собираешь колхоз, то можно легко спрятать там свои ошибки и неправильные решения. Это старый коммунистический способ уйти от ответственности. Так потом и получилось. Кашапов не справился с 50 людьми, которых он сам пригласил в это правительство. Я хочу сказать, что лидер – это не должность, это огромная ответственность перед теми, кого ты представляешь. Давайте послушаем еще один месседж. Телевидение, радио tutу үшін ақша керек. Мында ақша ягында біздің проблема, үлгеріп болмай. Мында біздің юридический закрепление керек, бүтін теге правительствоны, теге сынбасын банк счетларына юридический адрес. Анда устав план программалар бүтін эшләнгән, сайтта эшләнгән, сайтны башкарып йөрибез. Аблай ишатор бүтін сүзләр дөрес әйтеп сөйли, ул бит бизнесмен, ул белә ана теге Дональд Трампны чыганда дурашты. Ул да менә шуны кебегрәк, шуңа ышанырак, менә шуңа ышатам мин аны. Так, ул кешеләр эшләп булмый, ул кешеләр эшли белмәй. Ул коллектив белән эшли белмәй. Но кешене дурашты, яхшы, ансы бар. Во время процесса работы я же раньше уже говорил, где-то 50-60 человек я с ним познакомил. Это влиятельные авторитетные татарские люди. С ним уже ни один из них уже не общается, потому что они узнали, что он провокатор. А возможно, агент ФСБ. Может быть, и агент ФСБ, потому что он что только не делал. Он же, когда мы вместе были, сейчас насчет одного момента я вот тебе скажу. Татарша сөйлеме, татарша аңлыйсыңдыр яхшы. Без бергә булганда, әйме нидә, без 52 кеше бул вакытта. Ул әйтте, создавать итегез ди левый аккаунтлар, левый симкалар белән. И шуның белән ди, шалып барыгыз ди. Ну, провокаторский эшләр инде шунда, короче. И аның менә аны видеороликларында комментарийлар, анда, короче, мин дә, Нәфис дә анда предатель, Аида, короче, анда агент ФСБ, короче, по полной, короче, вдоль поперек, он, короче, разнес анда безне бөтенебезне как агент ФСБ дип. Үзенең левый аккаунтлары белән. Менә син андагы аның YouTube каналларын карасаң, комментарийларны, син аны күрәсең. Аның менә бу левый аккаунтлардан эшләнгән
именно үзешлеген шушы нелерни, комментарийлер. Мына сен шунан ойлап, ол уже профессиональный провокатор, яки мына мен мында карап барам, сен өзүңнүн группасында, анда Иршат Хабини Америкадан рекламировать етесің. Мына леграк сөйлешкенде мен саған айткенім екен, мына хәзер айтып кетер, тагын бір кат инде элек айткан булсам да. Аның группасыннан 11-12 кеше Facebook'a эләкте. Мына Telegram каналларда, WhatsApp'ларда, вообще Facebook'та күп менә шундый группалар, именно менә шушы Иршат Хабирның группасыннан Facebook'a кешеләр эләкте. 3 кеше уже төрмәгә утырды. Минем авылдаш Рузилә пенсионерка штраф түләде 80 мең. Менә хәзер уже Зинура Гөлинга суд эшләре бара. Аны тоже утыртырлар, шуңа ошаган. Әле тагын 6-7 кешегә җинәят шашылган. Кайсына ни? Монда гражданский дело, кайсына уголовное дело. Ә син шуңа реклама ясап, хәзер аңа кешеләрне син өстерисең, менә үзең аңа реклама ясавың белән. И тагын монда кешеләр төрмәгә утырырга кандидат булалар, или штраф алырга. На шундый хәлләр. Зачем вы обо мне говорите такие вещи, Рафис Абай? Зачем вы лжете? Я не буду сейчас обсуждать, что вы говорите лично обо мне. Я хочу лишь спросить вас о другом. Разве не вы должны поднимать татар на борьбу против наших врагов? Разве не нужно еще открыть 1000 таких групп, чтобы наша борьба обрела массовый характер? Или нужно закрыть эту группу, как хотят это ваши враги, чтобы заткнуть и так завязанные русскими канатами рты татар? Почему вас так удивляет, что на татар заводят уголовные дела? Я, кстати, хотел закрыть группу, но мне многие татары сказали, не делай это. И в том числе, о ком вы говорите. На каждого татара при рождении русские открывают автоматически уголовное дело, где высшая мера – это уничтожение через геноцид. Почему так получается, что у вас и наших врагов совпадает желание? Почему вы посылаете месседжи и говорите это людям, которых даже не знаете в лицо? Да, у меня есть 15-20 контактов в телефоне, в моем, которые вы мне дали, чтобы я их добавил в правительство. С некоторыми из них я общался. Это те активисты-татары, которые живут в Татарстане. Скажите, пожалуйста, кого из них арестовали? Кому из них приходили или звонили менты? Почему вы несете всякую чушь? И зачем мне такие люди, которые ждали, пока придет Иршат и соберет их? Зачем мне такие люди? А вы вообще сидели 8 лет за границей и не могли додуматься, что правительство нужно легализовать, пока я вам это не сказал. Что бы между нами ни происходило, я думаю, что мы с вами на одной стороне, а наши враги на другой. Тогда почему вы копируете с русских телеграм-каналов лживые русские статьи обо мне и выкладываете у себя в соцсетях? Зачем и для чего вы используете русские инструменты против меня? У вас что, симбиоз с русским или договор какой-то секретный? Что касается левых аккаунтов, то да, я так говорил, потому что нам нужно такое же оружие, как и у русских, только лучше. У русских есть фабрика троллей, а значит у нас тоже должна быть такая же фабрика, чтобы мы могли эффективно противостоять русскому миру, чтобы пропагандировать татарский мир, чтобы поддерживать и продвигать татарский мир, татарские темы в соцсетях, в комментариях под видео татарских активистов. И самое главное, говорил я, чтобы эти все аккаунты были открыты на русские имена. Чтобы, например, когда татарский активист снимал видео о независимости Татарстана или татарском мире, например, то эти аккаунты писали положительные комменты о татарах, чтобы они поддерживали в комментах нашу независимость, чтобы другие русские, заходя туда, смотрели, и это очень хорошо работает. Это очень мощное оружие пропаганды в руках умных политиков. Политиков, которые понимают и разбираются, что нужно делать. И я никогда не использовал эти аккаунты, которые у меня есть, против своих татар. Потому что для меня это принципиально. Мы можем ругаться, верить в разные религии, быть на разных социальных лестницах. Но для меня главное это то, что мы все татары. Я сам никогда о вас лично плохого не говорил первым. Я только отвечал на вашу ложь и вранье. Рафис Абай, вы сейчас, конечно, можете, пользуясь своей известностью по сравнению со мной, пользуясь связями, оболгать меня. Но поверьте мне, время все расставит на свои места. Давайте послушаем еще один месседж. То, что Татарстан,
Şuşa so'nggi bir yil ichida biz уже Европарламентda уже арендовали o'zimizga o'rin. Ana bir Rossiyani vыкинули. Hozir anda dekолонизаторlar mana bizim gibi kişiler anda lider национального движения da уже участвуют. Biz anda уже ko'taramiz от деколонизации России. Mana o'ylab qara Европарламентda. So'nggi orada biz dokumentlar oformib kelamiz, passe ассамблея, ассамблеяда biz уже опять ko'taracakmiz. И mana bir oylik biz Organizatsiya Объединенных Нацияда уже dokumentlarni oformib etdik. И уже biz onda уже ko'tara boshladik o'zimizning nelarni, problemalarni. И shu bir vaqtda NATOning generallari bilan biz уже посредникка borib keldik, konsultantlar. В случае, короче, Поволжья, Татарстанда кризис ситуация kelib chiqsa, развал России bilan biz уже в каком-то мере Евросоюзга, НАТО блогына biz уже yetalabız, yordam so'ray olamiz. Men sen shuni o'ylab qara, men qolgan vaqtlarni даже senga söylab turmayman. Shu teshini qarasha 3 yil ichida nega ishlangan. Ularni даже aytib turib kerak. Bunda ko'p ishlandi. Рафис Абы, вы говорите, что... Кстати, вы слышали, что говорит Кашапов? 2-3 года. Как раз 3 года назад пришел Иршад, собрал вас и дал вам пинка под жопу, чтобы вы что-то делали. Вы говорите, что для себя вы арендовали в Европарламенте место. А для татар, случайно, вы не заняли там место? О каких пассе и массе вы говорите вообще? Почему вы надеетесь на тех, кто в нашу сторону никогда даже не посмотрит? Почему вы не надеетесь на нас, на татар? Вы вообще чем занимаетесь? Вы хотите, чтобы ПАСЕ, НАТО, Европарламент освободил для нас, татар, нашу землю вместо нас? И вообще, о каком НАТО и генералах вы говорите? О каком случае развала России вы говорите? Почему вообще вы этот случай ждете? Разве это не наша задача, задача татар освободить свою же землю? Мы никому не нужны. И на нас НАТО смотрит так же, как удав на кролика. И нас за людей-то никто не считает. Мы просто пыль на ботинках Европы. Неужели вам с такой дистанцией в политике этого непонятно? Разве вам не понятно, что работать нужно только с татарами внутри Татарстана, как я вам и говорил, и местах компактного проживания татар? На свое будущее нужно смотреть со стороны истории. А история нам говорит, что за сотни лет нашего рабства нам ни Запад, ни Восток, ни Север, ни Юг, ни НАТО никто не помог. Поэтому нужно все силы, все резервы, все возможности, все, что у нас есть, направить на борьбу внутри Татарстана и работать с татарами. И только мы сами себе можем помочь, только мы сами себя можем освободить, объединившись в один железный кулак, убрав все свои комплексы, эгоизм и все остальное. Посмотрите на Украину. Все ждали, пока русские возьмут Киев за 3 дня. Никто не помогал. Помогать начали только когда увидели, что украинцы стали сильными, взяли оружие в руки и начали уничтожать русских оккупантов. А их лидер Зеленский сказал: не верьте русским, что мы убежали. Мы здесь, и мы будем сражаться. Начали помогать украинцам, потому что они стали сильными. В слабый, неперспективный проект никто деньги вкладывать не будет. Вы сейчас представляете нашу нацию, и вы слабы, потому что вам никто не верит, и в вас вкладывать никто не будет, потому что вы занимаетесь писаниной и ерундой, а реальных дел за вами нет. Приведу пример простой, чтобы всем понятно было. Вы стоите на рынке и продаете арбузы и помидоры. Арбузы у вас улетают, а помидоры не берут, несмотря на то, что вы снизили на них цену. Как вы думаете, куда нужно вкладывать деньги? Правильно, в арбузы. Вот на ваше правительство это помидоры, которые никто не берет. На нас обратят внимание только тогда, когда мы станем сильными. Почему чеченцы во главе с Закаевым везде принимают? Потому что они воевали, а сейчас у них сильное национальное движение. Почему Украина в начале года признала геноцид черкесов? Потому что у черкесов сильное национальное движение. Да, когда-нибудь могут и нас, татар, к чему-то приурочить и признать. Но это не ваша будет заслуга, а потому что так выгодно будет украинскому государству. Очень много богатых татар, в том числе бывших, и в том числе и действующих политиков, которые все понимают, которые понимают, что сейчас у нас у всех есть огромный шанс, и может быть последний шанс, чтобы изменить нашу судьбу. И они готовы к сотрудничеству, но только с кем? В помидоры ни деньги, ни время, ни ресурсы они вкладывать не будут. Нужны реальные дела.
как раз такие, которые я предлагал вам на совещаниях и от которых вы отказались. И последнее, Рафис Абый, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Группа, открытая общая группа, которая называлась «Правительство независимого Татарстана», которую я открыл с вашего разрешения и согласования с вами, она просуществовала под таким названием 10 месяцев. Почему ни штрафов, ни уголовных дел на нее никто не заводил? Почему? Хотя там писали и говорили все то же самое. И как только я ее переименовал в Янарыш Татар Халык партиясы, ровно за те же 10 месяцев на нее просто напали русские спецслужбы. Завели на меня и других людей несколько уголовных дел. Оштрафовали нашу активистку, а саму партию внесли в список террористов и экстремистов. Почему? И еще один вопрос. Почему вы отменили Курултай в Нью-Йорке? Ведь чтобы провести этот Курултай, не нужно было ни больших денег, ни ресурсов, ни даже приезжать кому-то в США. Давайте представим, какой бы был мировой резонанс в татарском мире, как бы поднялся татарский дух у татар всего мира, а главное у татар Татарстана, если бы у русского консульства в Нью-Йорке собралось 300-500 человек, сотни татарских флагов, и потом пошли бы к зданию ООН, как это мы планировали. Это был 2023 год. Это была годовщина русского вторжения в Украину. И на украинских митингах, где я почти всегда присутствовал, собирались по несколько тысяч человек. И организаторы этих украинских митингов обещали мне, что если вы будете проводить Курултай, то от нас минимум будет 500 человек. И это помимо других национальных движений, которые пришли бы, потому что до Курултая оставалось на подготовку еще целых 5 месяцев. Так почему вы отменили Курултай в самом начале? Почему вы отменили Курултай? У меня нет ответа. Но насчет группы у меня ответ есть. Дело в том, что любая национально ориентированная группа в социальной сети или любое другое сообщество, где бы оно ни находилось, которое создано на нашей татарской идентичности, на татарскости, на нашей нации, как, например, наша партия Янарыш, то это у русских вызывает просто ярость и стоит посреди горла. Это говорит о том, что я оказался прав и что я на правильном пути, создав эту партию. Например, мы не исчезаем, как мусульмане, мы исчезаем, как татары. Нас русские уничтожают, как татар. Поэтому для русских очень важно, чтобы татары думали о чем угодно. Например, об Идель-Урале, о Туране, об исламе, о братстве с русскими, о каких-то союзах. Но чтобы только мы не думали о своей нации, о своей идентичности. Все лучшие русские спецслужбы, а также миллиарды долларов русские пускают на нашу самую больную и самую слабую тему, на наш татарский язык. Потому что нет языка, нет нации. Думать что-то другое, например, насчет Кашапова, то что-то я не могу, потому что у меня нет доказательств. Но то, что Кашапов делает так, что это выгодно русским властям, это очевидно. К Кашапову очень много обращается молодежи, которые хотят, как и я, что-то сделать. Но всем им он ставит барьеры. Одним говорит, что ты не знаешь татарского языка, другим, что ты не жил в Татарстане, третьим, что ты не участвовал в татарских движениях. И это вместо того, чтобы объединить всех вокруг себя. Он ставит татарам барьеры, получается, он не премьер-министр, а какой-то барьер-министр. Ну, напоследок я хочу сказать, Рафис Абый, у меня нет на вас никакого зла, ни обиды, потому что я знал, куда я шел. Я также отношусь к вам с уважением, как и относился. Я не обращаю внимания на то, что вы говорите лично обо мне, и никакого зла не держу. Но не обращать внимания на вас, как на человека, который представляет мою семью, мою нацию, я не могу. Я лишь хочу одного, что это создать татарский железный кулак, сильное татарское национальное движение, и не важно, как оно будет называться. Но чтобы через несколько лет эта сила смогла конкурировать с русскими властями в Татарстане, мы должны бороться с русскими за каждого татара. Тогда мы сможем без насилия и крови восстановить наше независимое государство Татарстан и возродить нашу нацию.